Снежная погода в республике продержится как минимум сутки. Сегодня жители Башкортостана, кто к счастью, а кто к сожалению, наконец почувствовали настоящую зиму. На регион обрушились осадки, на дорогах сложилась опасная ситуация. Утро у водителей выдалось жарким, несмотря на погоду. О том, как прошел день, расскажет Анастасия Ильчебаева. Вот так вот и спасаемся. Только трактором. Другому никак. О том, что такое взаимовыручка, водители вспомнили сегодня утром, пытаясь выбраться из заснеженных дворов. Но это оказалось еще полбеды. Добираясь утром на работу, кто-то стал жертвой так называемых догонялок. Но в этой игре на дорогах победителей проигравших нет. Нелегко пришлось и пешеходам, особенно мамам с колясками. О непогоде Гидромедцентр заранее предупредил коммунальщиков, так что техника работала с раннего утра. Но палки в колеса, говорят дорожники, вставляют и сами автомобилисты. Трудности возникают вот во время прохождения колонн снегоуборочной техники. Непонимание со стороны водителей, начинают сигналить, влазить между ними, создают аварийные ситуации. Вот такие трудности бывают. А также вот на прибордюрной части брошенные автомобили. Особое внимание уделяется, естественно, очистке дворов, чтобы могли жители беспрепятственно с утра выехать на работу, дойти до остановочных павильонов. Поэтому работа начинается с утра. Сегодня в связи с погодными условиями работа в управляющих организациях Ушхарайна продленный рабочий день, то есть до 9 до 10 часов. Если будет усиление снега, значит будем продолжать работать. Поработать сегодня в усиленном режиме пришлось не только дорожникам, но и сотрудникам госавтоинспекции. Количество аварий из-за снегопада увеличилось в разы. Госавтоинспекция рекомендует водителям соблюдать дистанцию и скоростной режим. Стоит отметить, на данный момент зарегистрировано 139 механических аварий, что в 3 раза больше, чем за вчерашние сутки. Также информируем вас о том, что сотрудники ГИБДД несут службу на аварийно-опасных участках дорог. При возникновении нештатных ситуаций на дорогах они готовы вам оказать помощь. Опасная ситуация сложилась и на трассах. Автомобилисты не справлялись с управлением. Так, в Краснокамском районе ВАЗ столкнулся со встречным грузовиком «Урал». Водители и пассажиры легковушки госпитализированы в больницу. А это уже кадры, сделанные под Нефтекамском. Вытаскивать из кювета сегодня приходилось и фуры. В учреждении круглосуточно работает Центр оперативного управления производством для оперативного сбора и обработки информации о транспортно-эксплуатационном состоянии дорог. В учреждении ведется круглосуточный контроль работы дорожной техники с помощью системы ГЛОНАСС в режиме онлайн, которая повышает эффективность контроля работы подрядных организаций. А эта картина уже на въезде в Уфу. Доступ в город для грузовых фур временно закрыт с 9 утра до 11 вечера. Об изменениях можно узнать на сайте городской администрации. Службы нашего города переведены в усиленный режим. На данный момент вся техника у нас также освещает основные магистрали города. Но, конечно же, мы используем Бионорд, потому что для того, чтобы не образовался накат, он в любом случае у нас используется. Сейчас на данный момент использовано уже около 60 тонн Бионорда. Если говорить в общем, это противогололедный материал около 200 тонн. Сам центр циклона находится в районе Новой Земли. От него проходят фронтальные разделы. Их прохождение стало причиной снегопадов в республике. Сегодняшними осадками, говорят метеорологи, погода не ограничится. Сохранятся неблагоприятные условия. Ожидается мокрый снег, снег с дождем, переходящий в дождь, местами ледяной дождь, гололед. На дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Но с 18 числа с ростом атмосферного давления интенсивность явления уже уменьшится. Но на дорогах еще сохранится гололед и продолжится небольшой снегопад. Температура воздуха понизится, так что расслабляться не стоит. Автомобилистам лучше выезжать на работу пораньше. Хотя уже нашлись те, кому погода нипочем. Своеобразный вариант избегания пробок. Анастасия Ильчебаева, Роберт Давлетбердин, Родион Матвеев. Новости. Уфа.